25 декабря прошла встреча президента Абхазии с представителями абхазской интеллигенции. В повестку были включены актуальные вопросы внутренней и внешней политики. Документ, соглашение, ратификация. Вчера с Татуску Лао, подписан Федорович, Чебара, Цоп, еще с Хуцвора Цоп, Убрианпи, приехал Саверстахан, дешезнет геспект, поехал по Яцома Риза, Аус Пахадахково, и Шартво Сара, Пояца Мума, Дехумкоси Хамов Акоп, Хенткара из Хара, Хенткара Рахора, Хмелата Расхо, Пейпш Психас, Убрёб Хара, Хакоси Хамо, Шажакоя Ахцо Зизгуби Брёб. Глава государства обозначил острую необходимость решения вопроса передачи России имущественного комплекса Пицунда в приоритетном порядке. Эту тему постоянно поднимают наши российские коллеги на встречах разных уровней. Оно соответствует духу союзничества. Это в первую очередь защита интересов народа Абхазии, отметил президент. Аслан Джаня заявил, что на этом некоторые силы зарабатывают политические дивиденды, намеренно вводя в заблуждение слабо информированных граждан. Мы неоднократно проводили встречи, дискуссии, разъясняли соглашения по пунктам, однако им не нужна правда, они не заинтересованы в конструктивном диалоге. Вопрос координатов решен на уровне президента Российской Федерации, когда встречались с Асланом Георгиевичем. Это внесены поправки туда. Вопрос передачи третьим лицам, вот здесь уже было сказано президентом, это в этом договоре, в отличие от прежнего, учтено. Что говорит о третьем вопросе, о юрисдикции? Слушайте, передается в аренду, не продается, как заявляют многие, несмотря на то, что неоднократно уже указывали на то, что передается в аренду, нет, все равно твердят, что вот хотят продать. Давайте будем точны. В аренду передается земля. Земля. 3600 квадратных метров плюс бассейн 1000 квадратных метров. Да. Это здание, сооружение, которое передается в собственность. Так и никто Мы с Олегом Алексеевичем как-то говорили, на российские деньги отреставрирован университет, в котором 45 тысяч квадратных метров. Это 10-я часть. Только здание, сооружения передаются в собственность. Земля остается в аренде. Все говорят, никто там не имеет права ничего строить без согласования с абхазской стороной. Здесь это все четко прописано. Не по уведомлению абхазской стороны, как здесь было написано, в старом, а по согласованию. И эксплуатация обязуется использовать объект так. Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Республики Абхазия. На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, в соответствии с соглашением, российская сторона имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной, статья 5. Все говорят о том, что землю, такую ценную землю пицунскую отдают, продают. Вот такие формы. Никто про здание не говорит. Слушайте, здания со времен царского Российской империи, Советского Союза, которые здесь были построены, они здесь стоят, никто их не увез. Это мы сами их разрушаем, никто их не разрушит. Так и эти останутся здесь у нас. Мы сейчас, исходя из сегодняшней сложной, непростой ситуации, принимаем решение. Кстати, старый договор носит бессрочный характер. Вот. Этот договор носит срочный характер на 49 лет. Просто это был повод, значит. Все это было поводом для того, чтобы как-то испортить взаимоотношения власти с Россией. Для чего? Для того, чтобы раскачать нынешнюю власть и самим прийти к власти. Вот и все, как я вижу. А что за этим последует, никто почему-то не думает. Какие проблемы будут. Вот надо просто со всеми поговорить о том, что последствия, которые будут, давайте, кто будет нести за это ответственность. А последствия будут. Если мы идем по пути Грузии, Украины, Белоруссия даже чуть не взорвала ситуацию. Работают цветные революции, все это отработано. То, что там делалось, мы видим и здесь. Эти майки с надписями, вся та же технология. Далее Аслан Джаня рассказал о деятельности НПО на территории Абхазии и их истинных целях.
отсечь нас от России и создать все условия для вхождения Абхазии в состав Грузии, подчеркнул президент. У нас не будет перспектив, если мы пойдем на поводу у этих сил. Закончилась антинародная, антиабхазская деятельность. О пагубном влиянии неправительственных организаций на абхазскую молодежь высказались участники встречи. Прямое выступление по развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки проводила Российский университет дружбы народов, как спикер выступал, и там мне вопрос задали, что случилось у вас, почему президенту Российской Федерации, вопрос так стоял, отказывают, чтобы старую госдачу по новой имел, вот как простой народ понимает, а мы здесь обсуждаем, спорим друг друга и так далее, что мы не выступаем против России. Но по факту уже получилось так, что негативный фон создан в обществе. Это первое, что я хотел сказать. Второе, вот то, о чем вот Давид Чечевич сидит, я слушал внимательно выступление. Опять же, было больше эмоций, конкретные факты, которые ставит министр юстиции. Я слушал и СМОР, и других, и третьих, там частично соглашаются, не соглашаются, то улыбаются, то спорят. Но реально не было ни одного пункта сказано, по которой это невозможно соглашение подписать. Да, выступают, нужно наказать кого-то, но это я считаю вторую степень вообще, это могли подготовить в России наши специалисты. Ошибки всегда бывают, возможно, это осознанно, неосознанно, это вопрос формальный. По большому счету, по Абхазии это сильно бьет по имиджу Абхазии, прежде всего сказать. В принципе, исправлено, но понимаете, когда в общество выкидывают, пользуются старым вариантом, они даже по телевидению говорят, мы не знаем эти правки. Если вы не знаете, это не означает, что нет правок. Потом здесь говорили по поводу неправительственного сектора. Я внимательно смотрю, иногда смотрю, извиняюсь, передачи. Там наши местные, уважаемые люди, молодежь сидят, ну, школьники разные, и читают им лекции про госдачу, про это, про отчуждение. А там не сказано было, дается в аренду долгосрочный срок. Нет, это продается. Вот такие вещи, когда говорят, это дети, не только дети в обществе, все воспринимают неверно. Поэтому надо вот по передачам тоже надо иногда делать. Тут Олег Алексеевич, я с вами согласен и говорил, здесь все говорили, что нужно все-таки использовать законодательные рычаги, конкретные. Конкретные у нас законодательство позволяет, это не означает, но хотя бы в этом плане мы защитим свою молодежь от неправомерных действий. Не только у нас в Московском госуниверситете, Санкт-Петербургском университете, ученые, научно-исследовательских институтов, сколько человек сегодня, как российские не предатели, называют там иностранные агенты, их рассматривают, судья. Одного судили сейчас, там очень известного ученого, второго. То есть хотя бы это будет профилактика для того, чтобы наши дети не попадали в руки недобросовестных, можно сказать, и так далее. Но при этом мы должны четко от себя давать отчет в том, что были проекты, которые начались еще в конце 90-х годов. Я тоже ездил один раз, там Шлянинский процесс и так далее, там командировочные платили, это было 99-2000 год. И тогда вопрос поставили наша делегация, согласие президента первого, Владислава Григорьевича Ардзенба, после приезда, филиал фонда Сороса здесь создали. И учебники школьные выпускали, помогали всякие социальные проекты под контролем государства. Вот что я хотел, почему отметить. Потом постепенно это превратилось в свободу действий. Контроль, по-моему, пропал, не знаю, в каком периоде это произошло. Было, когда это закрыли, это хорошо, но последующие появились другие. И поэтому там книга вышла совместная, там и грузины участвуют, абхазская сторона, наши ученые участвуют. И всех под одну гребенку нельзя, я в этом плане хотел сказать. Там как научное исследование книга вышла полезная, весь мир пользуется. Вот это у нас трансграничная торговля с Грузией, там 4% внешнеторгового оборота выведено. Официально мы этим пользуемся, но это публично, официально сделано, и это нескрываемое. Поэтому адресно надо подходить вот таким вопросом. Без моей подсказки, вы прекрасно это знаете, тем более много чего мы не знаем в этом плане. И поэтому выступление
зампредседателя СГБ. Я наоборот считаю, что это полезное выступление, это предупреждение всем нам, которые где-то кто-то решает, чтобы мы не допускали неправомерных, необдуманных действий против своего государства, против своего народа. Вот так надо рассматривать. И потом вот любые межгосударственные соглашения, которые заключены, это, Олег Несторович, я постараюсь со своей стороны вам ответить, что у нас безопасность и так далее. У нас после заключения договора с Российской Федерацией, вот о создании военной базы, слава Богу, люди перестали исчезать, погибать, и мы стали спокойно работать. Кто где работает и так далее. В этом плане безопасность граждан и государства в общем защищена. Но дальше по экономическим вопросам у нас 2014 год. Вы прекрасно все знаете, как подписывался договор. Были часть граждан Абхазии, перекрывали дороги, не пускали нашу делегацию. Тогда, 2014 год. А сейчас, когда высказываются наши уважаемые граждане, которые тогда подписывали, были у власти в том числе, сегодня выступают против формирования общего экономического и социального пространства между Абхазией и Россией. Потому что заключен договор в 2020 году, называется программа формирования в соответствии со статьей 4 того соглашения. И почему удивляются, что мы совместно гармонизируем наше законодательство, все это там изложено было. Мы идем... Это изложено в договоре 4 ноября 2014 года. Правильно, согласен. В исполнении этого закона, поэтому я выступаю везде это и говорю, но это я говорю, конечно, перед иностранной аудиторией, которые это не в курсе, наши внутренние разборки, я же не говорю, я говорю, что это в пользу. И потом иностранные инвестиции возникают, российские инвестиции больше всего. Слушайте, это тоже вытекает опять же из наших законов об инвестиционной деятельности, опять же и по программе развития. Единственное, что я хочу закончить, Слава Георгиевич, если позволите, я часто это произношу. И последнее интервью «Спутнику» там будет опубликовано, как положительный пример, и в России тоже это заявляю. Все-таки научное сообщество Абхазии, когда вас слушает кто-нибудь, так вопрос задают, и с общественной палаты один уважаемый человек мне сказал: вы выступаете, вас никто не слышит. Я говорю, нет, не совсем так. Вот сейчас по аэропорту будет соглашение как государственное частное партнерство. Это замечательное предложение, когда все будет в руках под контролем государства, создав правовую систему, заключив контракт, и земля остается в Абхазии, все недвижимое, так будем говорить, в Абхазии. И вот здесь сегодня не могу не отметить выступление Воронова Юрия Николаевича, который во время войны выступал в Европе на международной конференции. Он это приводит в книге «В те трудные годы войны». Часто тоже ссылаемся. Все, что создано в Абхазии, как промышленные предприятия, курортные объекты и другие крупные предприятия, и здравницы в том числе, это помощью при Российской империи было все понятно, но Российской империи, потом Советского Союза, там российская сторона. Грузия здесь ничего не построила, кроме мелких каких-то кооперативных будок. И Сухумприбор даже не построила Грузия, а это построило союзное министерство, которому подчинялось как машиностроение. Я к чему это говорю? Поэтому, когда я вот так выступил, интервью послушал, это я не могу вам не сказать. Руслан Кабба у нас есть очень известный поэт, писатель, критик. Он мне позвонил и говорит: спасибо тебе, что ты это сказал. Я издал еще в 2011 году, говорит, книгу. Там написано, вот о чем я только что говорю, там Смецкого, и там Эльденбургский и так далее, Гагарский, все у нас, я это пишу там. Но это пишет, но мало кто читает у нас, к сожалению, и мало нас кто слушает, тоже скажу прямо. Вот мы говорили здесь, чтобы надо, чтобы уважаемые люди выступали, я слушаю, вот, выступают с разных сел Абхазии про наши традиции и так далее, и так далее. А другие люди пишут в интернете, выступают, я абхазское телевидение давно не смотрю. И он будет только своей головой, что думает, и вот так и будет воспитывать своих детей. Поэтому я считаю, что наши разговоры очень полезные, но вот этим телевидением до людей не доходит. Я тоже так же и заявил в последнее время, вы дали поручение, Слава Георгиевич, своим министрам. У вас был отличный проект, который я защищал в парламенте вместе с вашим представителем, в парламенте вашим начальником управления правового, Ломья Нателлой.
защищал как, я поддерживал и сегодня поддерживаю все крупные объекты, которые инфраструктурные, под общей шапкой это возможно создать в Абхазии, создав, вот этого предложения было. Сегодня единицы, которые подались вот этим тренерам, это не они тренеры. Правильно говорите, у нас тоже молодежь. Есть кто, вот с ними надо говорить. Те, которые рвутся к власти и прочее, прочее. Подпольно им потакают неожиданные люди, между прочим. Вот мы несколько встреч проводили с президентом, как с учредителем нашего университета. Сами встречи проходили, Аслан Георгиевич, по-моему, прекрасно. Да. Были, конечно, вопросы, которые настораживают, но вот когда СГБ сейчас все-таки открыто обнародовала, что происходит, вот сегодня уже надо принимать серьезные меры. Обязательно. Я выждал, после того, как вот была встреча президента со студентами, на письмо появилось, что вот не всем давали возможность задать вопрос или высказаться и так далее. Неправда. Что касается политической стороны этого вопроса, и причем эта сторона наиболее важная, и ценная, и значимая политическая сторона, однозначно мы должны, естественно, удовлетворить российское предложение. Здесь слов нет. Мы без России и вне российского пространства мы никто. И обходим. Хотим, нравится это или не нравится. Сегодня, когда убивают более 6 тысяч детей, и мир с этим мирится. И нет силы в мире, которая могла бы остановить эту трагедию. И кроме того, на самом деле чрезвычайно важно восстановить статус Белой. Там, может быть, никакого договора не было в советское время, и надобности не было в таком договоре, но сегодня, по всей вероятности, такой договор, коль скоро он стал необходим, нужно, конечно... А что касается других вопросов, которые вы подняли здесь, о ситуации внутри нашего общества, я имею все-таки некоторый уже опыт за последний послевоенный период и так далее. Я занимаюсь этой проблематикой. И я вижу следующее. Наше общество настолько уже разложилось, восстановить его единство – это чрезвычайно сложно. И одними пожеланиями, призывами мы не решим этот вопрос. Все мы живем в этом обществе. И к нам вкрались такие бациллы, перед которыми тоже наш организм не имеет такого иммунитета, чтобы защитить себя. Это стремление к деньгам. Как остановить этот процесс? Фрида Ласба, кандидат экономических наук, поделилась своими опасениями о том, что во взаимодействии с недружественными нам странами вовлечена элита. Мы испытываем большой страх и предвидим угрозы, с которыми может столкнуться наше общество, если не вмешаться в сложившуюся в стране ситуацию, опираясь при этом на имеющуюся нормативно-правовую базу, заявила она. И я надеюсь, что, несмотря на те угрозы, которые сегодня исходят от оппозиционных сил, от тех элит, которые, к сожалению, подвержены внешнему влиянию и не способствуют укреплению нашего стратегического партнерства, партнерства с тем, кто нас признал и на протяжении долгого времени показывает, что он это партнерство наполняет содержанием. Безусловно, у меня вот такая позиция. Вот вы сегодня сказали о том, что у нас есть такой закон об иностранных инвестициях. Он может быть по-разному быть оценен, но там в одной из статей
там, где кто может быть, кто является субъектом, кто может быть инвестором, в одном из пунктов указано, что может быть и международная организация, но в случае, если между Республикой Абхазия и этой международной организацией есть международный договор. Я думаю, что с UNDP и с другими международными организациями у Республики Абхазия нет международного договора. И с этой точки зрения, может быть, пока еще любой закон, он несовершенный. У нас многие законы очень плохо работают. И вот закон об иноагентах, видя, какой он, еще один закон, который может и вызывает такое неприятие, мы не полностью используем те законы, которые у нас есть. Например, закон об иностранных инвестициях. Можно прекрасно проверить, с кем заключаются договоры у неправительственных организаций. Они заключают договоры с международными организациями, с которыми у Республики Абхазия нет таких договоров. И уже на этом основании можно прекратить вот эти вот и финансовые, и другие взаимоотношения на уровне Министерства юстиции. Вот этот потенциал еще не использован. Поэтому я думаю, что и в этом плане государство, правительство проявляет некоторую слабинку. Хотя я понимаю, что они прекрасно об этом знают. Не может быть, чтобы не знали те, кто, так сказать, инициировали этот закон, содержание этого закона. Я думаю, что надо использовать потенциал тех законов, которые у нас есть. По поводу того, что я как гражданин этой страны, я испытываю очень большую обеспокоенность по поводу того, что происходит. Потому что на самом деле во взаимоотношениях с недружественными нами странами и организациями задействована элита нашего общества. Дети, внуки, я не знаю, жены, братья, людей, которые внесли огромный вклад в нашу независимость и вот в борьбу за эту независимость. Поэтому, безусловно, я думаю, что у государства есть вполне себе мирный потенциал для того, чтобы вот снять эту проблему. Член Общественной палаты Давид Пилия считает, что одной из причин столь высокой популярности НПО стала сложная экономическая ситуация в послевоенной Абхазии. И сегодня они заинтересованы в привлечении именно молодых людей, которые в силу нехватки жизненного опыта не понимают до конца, с чем они сталкиваются и кто ими управляет. Их центральный штаб находится в Тбилиси, и оттуда через наших представителей ведется работа в школах, колледжах, высших учебных заведениях, на улицах страны. Мы отдали нашу молодежь в их руки, и они воспитывают их на протяжении долгих лет, сказал Пилия. Участники встречи предлагали различные способы выхода из сложившейся ситуации. Было, в частности, предложено проводить больше разъяснительных бесед как с молодежью, так и с населением в целом, разработать программу развития страны и ее идеологии, готовить специализированные кадры для госаппарата, усовершенствовать правовую базу. В конце встречи Аслан Джаня поблагодарил участников за плодотворную дискуссию и выразил надежду на то, что по всем волнующим абхазское общество вопросам будут найдены решения.